Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша встреча посвящена событию, которое навсегда останется в памяти поколений. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск с территории Афганистана. Эта война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней, с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. Официально она называлась выполнением интернационального долга. Ее также называли самой долгой, необъявленной и самой молодой, потому что средний возраст солдат, служивших в Афганистане, всего 20 лет. 9 лет шла война, день за днем умирали солдаты. Сколько судеб не сбылось, не состоялось. Из 22 тысяч казахстанцев, участвовавших в афганской войне, более 3,5 тысяч жителей Восточно-Казахстанской области. 86 из них не вернулись домой. Перед вами карта Афганистана и фотографии воинов-интернационалистов. В числе тех, кто прошел войну в Афганистане, наш земляк, усть-каменогорец Кузнецов Сергей Васильевич. До войны в Афганистане он занимался спортом до САФи, прыгал с парашютом. Поэтому, когда он был направлен в Афганистан, был зачислен в воздушно-десантные войска, где командовал расчетом. В 1981 году Сергей Кузнецов получил ранение в руку. Ранение оказалось очень серьезным, но после демобилизации, несмотря на запрет врачей, Сергей Кузнецов снова занялся парашютным спортом. Перед вами фотография Александра Сергеевича Кобзева, уроженца села Акжар. Весной 1981 года Кобзев проходил службу в армии и был направлен в Афганистан. Служил в воздушно-десантных войсках, был старшиной роты. Вернувшись домой после армии, Кобзев закончил Усть-Каменогорский пединститут, работая учителем начальной военной подготовки в школе, проделал большую работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся, руководил созданным им в школе патриотическим клубом. Александр Кобзев, член Совета воинов запаса. За службу в Афганистане орденом Красной Звезды награжден лениногорец Игорь Витальевич Трифонов. Медалью за боевые заслуги, а также грамотой за добросовестное выполнение интернационального долга в Республике Афганистан был награжден старший водитель бензовоза Владимир Иванович Шушаков. Неоднократно он, рискуя жизнью, возил горючее под огнем противника. Орденом Красной Звезды посмертно награжден Кандыбаев Кайрат Капанович. Кайрат Кандыбаев родился в селе Ахмирово. Окончив школу, добровольцем отправился в армию. В 1984 году был направлен в Афганистан. 30 января 1985 года Кайрат сопровождал колонну машин. Колонну атаковали душманы, завязал с собой. Кайрат метким огнем из личного оружия уничтожил огневую точку противника. В этом бою он был смертельно ранен. Ему было всего 19 лет. В фондах музея хранятся письма младшего сержанта, командира отделения воинской части Виктора Сорокаумова. Вот строки из последнего письма. «Скоро опять поедем, правда неизвестно когда и куда. Вообще-то здесь дела не блеск, но жить можно и нужно. Только у одного это получается, а у другого нет. Со старого места мы переехали и стоим сейчас в долине. Ни деревьев, ни воды, холмы и камни, и горы вдалеке. До воды 15 километров. Температура 38 градусов и выше. Чуть меньше месяца прошло, и родители Вити получили другое письмо от сослуживца Саши Шпыка. 18 мая наш батальон зажали, меня тогда ранило в ногу. Виктор подполз ко мне, чтобы помочь, и в этот момент снайпер не промахнулся. Не попади пуля Виктора, она была бы моей». Примеры героизма и самопожертвования были массовыми. Мы привели лишь некоторые из них. Наши парни искренне верили, что они исполняют свой патриотический долг, свою интернациональную миссию, и снова принимали удар на себя. Никакое время не залечит душевные раны, не загасит нашу общую боль.